Кинематограф в нашей стране имеет богатую и насыщенную персоналиями историю. Творчество таких видных отечественных кинорежиссеров, как Сергей Эйзенштейн, Иван Пырьев и Владислав Старевич, стоявших у истока мирового кинематографа, является культурным достоянием нашей страны и служит предметом особого общественного внимания в рамках уходящего года кино в России. В ту архаичную эпоху, когда довелось ставить свои картины пионерам кинопроизводства, организация съемочного процесса была сопряжена с существенными техническими трудностями. Кино, как способ творить, представляло удел избранных и оставалось совершенно недоступным для простых энтузиастов. Сегодня камера, многократно превосходящая возможности первых киношных агрегатов, имеется в каждом мобильном телефоне. Снимать фильмы при должном желании, кажется, может любой. Однако со временем существенно возросли и стандарты кинопроизводства. В стране сегодня функционирует всего 2 профильных вуза. В индустрии ощущается острый кадровый голод. Между тем, энтузиастам, желающим реализоваться в данной сфере, попросту негде набираться профессиональных знаний. А потому уникальная возможность притворить в жизнь все задумки представится этой зимой творческой молодежи города. В рамках стартовавшего проекта «Вперед, Сибай» будет организован конкурс сценариев малометражного кино, победитель которого получит все необходимые ресурсы и поддержку для постановки игрового фильма. Жанр на усмотрение конкурсанта. Тема «Сибай глазами молодежи». Так как нынешний год был посвящен году российского кино, нами было принято решение по инициативе жителей нашего города создать конкурс на лучший сценарий короткометражного фильма, посвященный году российского кино. «Сибай глазами молодежи». Этот конкурс посвящен тому, чтобы горожане нашего города, молодежь, смогли через свое творчество показать свое отношение к городу, для того, чтобы они могли реализоваться не только в рамках нашего города, но и в целом по республике. Принять участие в конкурсе, как отмечают организаторы, может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Установленный объем сценария не более 10 минут экранного времени. Заниматься производством и оценивать качество работы будут специально привлеченные в проект именитые деятели искусства нашего города, члены жюри. К участию в конкурсе удалось привлечь таких маститых режиссеров, как Вадим Гильманов, режиссер театра драмы имени Арслана Мубарякова, который с удовольствием решил принять в нем участие и оценивать работы. Также будут оценивать работы режиссер радиовещания Артур Умидбаев и видеооператор Руслан Камушкулов. Все они с удовольствием изъявили желание принять участие в нашем конкурсе. Картина, отснятая по сценарию победителя, согласно установленным планам, будет презентована горожанам в кинозале «Атмосфера» уже в феврале следующего года. Отметим, что сегодня кинотеатр «Атмосфера», оставшись единственным профильным заведением в Сибае, позволяет объективно судить, насколько высок интерес жителей нашего города к искусству кино. Среднемесячная посещаемость нашего кинотеатра является около 6 тысяч человек. Вообще у нас посещаемость зависит от сезона. Допустим, в летнее время больше народу ходит, нежели в такой учебный процесс, потому что все школьники как бы учатся. Но еще также зависит от самих премьер, которые проходят в нашем кинотеатре. Сейчас во время каникул был большой наплыв, скажем, наших посетителей, потому что посещали все школьники, родители с детьми. Особой популярностью у горожан пользуются фильмы иностранного производства. Современная индустрия кино в нашей стране, вне всяких сомнений, уступает зарубежным партнерам как по объемам финансирования, так и по качеству кадрового состава. Однако, как отмечают организаторы конкурса, Сибай – настоящий кладезь одаренной молодежи, и потому беспокоиться за качество будущих работ не стоит. В том случае, если сценарный вариант будет обладать всеми необходимыми качествами современного кино, организаторы конкурса обещают со своей стороны придать блестящую огранку литературному первоисточнику и по возможности даже обеспечить ему фестивальную жизнь. Сценарии малометражных фильмов будут приниматься в период с 3 ноября по 14 декабря в общественной приемной Дениса Назарова, располагающейся по адресу Закива Лиди 50. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.